Для меня это как бы то место, где я получил знания. Понятно, есть вуз, в котором обучают на режиссеров. Вот. А это для меня была школа, можно сказать, школа жизни, школа творчества. Очень многие, кто приходит на телевидение и не понимает того, что телевидение – это прежде всего команда. Что если ты находишься в кадре, это не значит, что ты делаешь это телевидение. За кадром сидит обязательно, работает оператор, звукооператоры, работают осветители. То есть это огромный труд. И когда ты получаешь какую-то награду профессиональную, ну, какую-то статуэтку, например, ту же самую ТЭФИ, или ты получаешь какую-то международную награду, это прежде всего награда огромной команды, которая производит этот телевизионный продукт. Это жизнь, я не знаю. Я и сегодня никуда не ушел, также работаю. Только в некотором другом амплуа. Рамис Давлетбаев. Телевидением и радио он занимался десятки лет. Пришел после МГУ на должность редактора радио, был его директором. Потом назначен директором башкирского телевидения, а в конце 90-х генеральным директором телевидения и радио. Так получилось, что мы с ним пришли фактически в один день, в один месяц, в один год сюда на работу. Это человек, который в сложный период моего времени не стеснялся, несмотря на наши разногласия во многих вопросах. А мы долгое время были в конфликте, все об этом знают прекрасно. Звонил и говорил: если нужна моя помощь, всегда обращайся. Именно этот человек внес огромный вклад в развитие республиканского телевидения. Я видел, как становилось наше телевидение, как строились корпуса, как закупалось оборудование, как на наших глазах приходили новые журналисты и происходил творческий рост. И все это, в общем-то, я связываю с ним, потому что он был очень требовательный как директор. Я думаю, что ему со мной было непросто, как и со всеми молодыми журналистами. Я сегодня вспоминаю себя и смотрю на молодых журналистов, и думаю, ему, наверное, с нами со всеми вообще было непросто. Но он всегда поддерживал спорт, он мог остановить там посреди коридора тебя и говорит: Шафикова, ты почему не улыбалась, когда новости читала? Я вообще там иду, раньше же были кассеты несу, руки заняты, его еще не вижу, сама маленькая. Я смотрю, говорю: Рамис Резябович, хорошо, я буду улыбаться. При нем, конечно, телевидение развилось, стало очень мощным. Одной из мощнейших телерадиокомпаний по стране. Это уже без всякой натяжки, скажем так, оно и было, потому что, ну чего ж тут. Давлетбаев Рамис, он, конечно, вписал свое имя в историю просто очень большими-большими буквами, и он уже в этой истории остается навсегда. У меня была бумажка о назначении меня директором, хотя самой этой структуры еще не было, я ее там регистрировал в налоговой. Было 3 кабинета общей площадью 60 квадратов. Ну, я, пару стульев и 3 стола, в общем-то. А основная масса тогда работала ГТРК Башкортостан, который вещал тогда, как вы помните, на канале РТР. До сих пор помню, как мы придумывали название каналу. СТВ, БСТ, ТБС. Не знали, как бы нам охота была башкирское спутниковое телевидение, чтобы оно было. Но не знали, в каком порядке. Сидим, потом говорим БСТ. Очень красиво звучит, как песня звучит. БСТ. И вот остановились. И я рада, что до сих пор созданный нами канал носит это звание. Когда на свой канал перешли, конечно, намного легче стало, потому что тут, когда с Москвой, все время вот на пятки наступают, как бы настолько очень даже там вклиниваться там это. И программу еще не так составишь, да, программу не так составишь. А когда есть только свой канал, там уже, ну, правильно для своей республики можно сетку так составить, понимаете, когда какая программа идет.
проектов регионального, такого крупного масштаба не было. И поэтому там работа шла в нескольких направлениях. Первое – это создание штатного расписания и перевод людей с ГТРК. То есть мы там в первый год перевели там порядка 300 людей, а вещание у нас оставалось там 3 часа. И вот мы как переводили людей, создавали там сетку вещаний, проекты, и постепенно было 3 часа вещания, потом 6 часов вещания, потом 8 часов вещания, потом 11 часов вещания, 13 и 18. Создать канал на пустом месте можно, имея только сплоченный коллектив, который понимает друг друга. Вот в то время был именно такой сплоченный коллектив. Это, во-первых, очень сильный руководитель Рамиз Давлетбаев, не менее сильный руководитель, креативный руководитель Рустем Самарбаев, Галим Якупов, директор башкирского радио тогда Фанур Ягафаров. Вот этот патриотизм наших, кто пошел сразу на наш канал, их преданность, их энтузиазм, оно и сегодня вызывает такое восхищение. У нас на БСТ всегда были такие очень интересные, креативные и вообще друг на друга не похожие директора. Это Луиза Заматовна, да, это такая вот глыба, мастодонт, который вот знает, что делает. У нее вот одно вот направление, которое вот она видит, и она и туда идет. Потом был у нас Самарбаев Рустем Мирзоевич. Это вот, в принципе, человек-праздник. Его видишь в коридоре, и ты начинаешь улыбаться. Тогда были, в общем-то, заложены такие достаточно серьезные основы, вот именно в работу телевидения. Холмагат эфирда майдан программаһы. Хәзерге заман кешеһе тормышын телевидениедән башка күз алдына ла килтермәй. Чөнки телевидение ул белем, ул мәгълүмат, ул яңа төр аралашу һәм дөньяга тәдрә. Кадерле дуслар, һезне ак тирәк, күк тирәк сәламләй. Что мы боимся разочаровать наших ультрасовременных телезрителей и не преподнести им новости музыкального мира республики. Влево. Прибор. Ищи. Оп. Попал. Рассказывая о телевидении, его прошлом и настоящем, мы в первую очередь рассказываем о людях, наше телевидение творящих. Много лет назад в редакцию «Тамаша» пришла Рита Умедбаева, полная самых дерзновенных планов. Ей повезло. Сразу встретился мудрый наставник Луиза Азаматовна Фаршатова, директор нового канала БСТ, башкирского спутникового телевидения. Многие из сегодняшних журналистов и режиссеров называют Фаршатову своей наставницей. Ритины способности она разглядела сразу и направила неуемную энергию ученицы в нужное русло. Проектов было много. Тележурнал «Страна Айгуль», ток-шоу «Актеряк-куктеряк». Были удачи, были неудачи, но она не из тех, кто сдается. 8 лет назад Рита Умедбаева придумала совершенно оригинальный проект «Баик». В его успех поначалу особо не верили, но теперь это одна из самых рейтинговых развлекательных программ. Все
как-то относились с насмешкой. Это что за проект, там танцы, конкурс. И мне денег даже не давали в то время, помните? И 4 баннера Светлана Абдюшева, Марат Абдюшев, с ними я начала работать. Я благодарна Сулпан Аскаровой, она со мной мы с автором идеи вместе начали работать. Мы распечатали 4 баннера, на расцветку даже не смотрели, там орнамент башкирский, и в студии, без подиума, приглашали танцоров, начали снимать этот проект. Благодаря этому проекту сегодня уже столько танцоров появилось, столько ансамблей. Я рада, что этот проект успешным оказался. Когда ты веришь во что-то, только тогда надо делать проекты. Все 48 человек, представляете, на одном баеке. Представьте, сколько с людьми как работать надо. Я всех люблю, всех уважаю. Я очень благодарна своей команде. У меня очень молодая команда. Я им всегда говорю, может, меня не будет завтра, послезавтра здесь. Говорю, вы должны сами себе подготовить, сами преодолевать какие-то трудности, учитесь. Говорю, я им всегда так говорю. Я очень дорожу командой. У меня все молодые, креативные ребята, талантливые. Даже когда ты куда-то едешь, наших коллег где-то увидишь на рынке или на магазине, это такой как-то родной человек, да? Мне муж тот раз говорит, мы в магазин ходили, какой-то СПТС, дядя Фанис идет, я его прямо обнимаю, позвоню, кто это, что за родственник? Я говорю, это дядя Фанис, наш, говорит, СПТС. О, говорит, как семья, говорит. Я говорю, да, у нас это семья, говорю. Иногда, если ходишь куда-то, если не быть на телевидении неделю, я уже начинаю скучать, честно скажу я. На телевидении только может командный человек работать. Если ты человек-одиночка, не можешь выражать свои задания какие-то ставить режиссером, оператором, ты уже не телевизионщик. Потому что мой миг тоже уходит. Так ведь? И я, мне слезы даже текут. Я даже не представляю, как я уйду с БСТ. Все равно надо будет когда-нибудь уходить, приходят новые люди, потому что мы привыкли только работать на телевидении, жить этой жизнью. А потом еще один масштабный проект «Башкорт Верли». Творческое объединение «Тамаша» – это очень много проектов, касающихся профессионального искусства. Это и театр, это и изобразительное искусство, и хореография, и музыка даже сюда входила, хотя было творческое объединение «Музыка». Но мы тесно работали с творческим объединением «Музыка». Были проекты об артистах, о композиторах, о деятелях искусства, культуры нашей республики. Было очень много освещения фестивалей культурной жизни нашей республики. Это и Туган-Лыки, это и Холонсак, и Уралмама, и так далее и тому подобное. Очень много. Также велась запись телевизионных спектаклей. Поступило предложение от директора Рамиса Резяповича Давлетбаева сделать проект о театре, проект об актерах, но этот проект должен был быть стильный, современный, на современном языке, креативный, новый. Я долго вынашивала эту идею, долго думала, что можно новое об этом сказать, потому что в творческом объединении «Тамаша» очень много было передач про артистов, это тот же автограф, аплодисменты, но нужно было какой-то новый взгляд. Сначала возникла Майя Курбанова, а потом возник проект «Действующие лица», потому что без Майи этого бы проекта не было. Я даже скажу, что это больше даже она прародительница этого проекта, потому что полностью визуальное решение этой передачи принадлежит ей. Когда мне уже доверили как режиссеру вести проект, который, собственно, мы с Зилей Сагадеевой, так скажем, замутили, это была программа «Мегаполис». Там уже полет творчества был не ограничен. Если до этого нужно было соблюдать какие-то рамки, это общественно-политическая редакция, слово «не воробей, не поймаешь, вылетишь», как говорится, то здесь можно было тоже вытворять все, что угодно. С Искандером Урманцевым у нас каждая съемка – это просто шоу. Очень много ребят пришло в качестве стажеров. Светлана Леонидовна Мушкина, помню, тогда сказала: ой, с ними сейчас опять возиться, Осетров, забирай этих всех. Они меня назвали режиссером-садистом. И, собственно, оправданно они это придумали, потому что там девушка, которая боялась лошадей, скакала у меня в стендапе по ипподрому, девушка, которая боялась высоты, лазила у меня с промышленными альпинистами, подвешенная на тросах.
Вот. Одна сине-зеленого цвета кормила с палочки льва в клетке. Правда, мы с оператором стояли по ту сторону, но ничего. Вот. Но это тоже для них была школа. И я уже передавала свой опыт, точно так же бросая их в омут с головой и глядя на то, как они выплывут или не выплывут. Если выплывет, значит, пойдет дальше. Точно так же, как это было там каких-то 15-20 лет назад до этого, как было со мной, когда меня бросали в омут. И смотрели так со стороны. Ну, ничего, карабкается, плывет, да, где-то в тени запуталась, но ничего, вышла пьяная, помятая, как говорится, да? Вид ощипанный, но не побежденный. Вот за это я, конечно, тоже благодарна. Мой режиссер вот, программы «Историческая среда» Айрат Умутбаев, вот, он сам и, значит, и монтажер, он и режиссер, в общем-то, и в какой-то степени даже, когда нет звукорежиссера под рукой, и сам и звук накладывает. В общем, в принципе, все сейчас такая тенденция, такой стремятся к камерности, чтобы вот в одной редакции буквально вот здесь вот как бы все это делается, вот в этой комнате. Я всегда хотел делать исторические программы, то есть и даже работая здесь журналистом в разных редакциях, в молодежной редакции работал, в общественно-политической редакции работал, в новостях работал, ну, там, в Гелеме работал. Вот, кстати, в общественно-политической, когда работали, вот тоже в 90-х годах вот мы, в общем-то, крепчали, так сказать, вот, внутренне крепчали, вот благодаря опять тогдашнему руководителю телевидения Салавату Мирхановичу Кильдину, там вот в баталиях 90-х мы там здорово, там я, значит, там другие журналисты, там Азат Гизатуллин, Разиф Абдуллин и так далее, вот мы там, в общем-то, мужали в этих политических баталиях. Но всегда я хотел делать исторические программы. И, в общем-то, потом, в конце концов, к этому пришел. Мне комфортно. Мне это новая грань узнать саму себя. Я, наверное, никогда бы ранее не думала о том, что я смогу спуститься в пещеру, в колодец глубиной 100 метров. Не только спуститься, но и подняться. Я никогда не думала о том, что я могу погрузиться в воду. Я могу подняться на вершину, допустим, высокой скалы и, смотря вниз, спуститься. Это грань человеческой жизни. Помимо того, что мы снимаем передачи о красивых местах, мы ведь еще их и защищаем. Шиханы, например, Аскинская ледяная пещера, Радиола Еремельская, лесники, которых незаслуженно обижают, которые борются и так далее. В нынешнем башкирском телевидении я хочу сказать, что это конструктивное телевидение. Я хотя и критикую, хотя и говорю, что много слишком развлекаловки, но это конструктивное телевидение. Я, например, с удовольствием смотрю «Деловой Башкортостан» передача, цикл «Деловой Башкортостан». И с завистью смотрю, сколько нового, сколько новой техники, новых идей, новых людей появилось на селе. Мы уже этого не видим. Наше время прошло. Я ежедневно слышу истории там, про мои друзья, коллеги, одногодки там, говорят, что если они приезжают к родителям, где бы они ни находились, в Уфе живут или в районе, у них всегда включен канал БСТ. Вот. Они, может быть, сами меньше смотрят, поэтому они с удивлением мне это рассказывают. Представляешь, мы, говорит, приезжаем, а у них БСТ с утра до вечера. То есть, что вы такого делаете, что вот наши родители, не отрываясь, его смотрят? То есть, я так понимаю, что они получают то, что им нужно. Да? То есть, наш канал дает именно то, что нужно этим людям. Наша школа-студия при госрадиокомпании, она исторически самая первая при государственной телерадиокомпании образовательный центр. Мы за короткие сроки разработали программы практически по всем направлениям телерадиопроизводства. И за 10 лет практически 1500 человек, более 1500 человек прошли наши образовательные курсы. Если часть из них это абсолютно со стороны молодые люди и даже не молодые, которые хотели через именно школу-студию прийти на радио, на телевидение, искали свою профессию, то большая часть – это люди, которые уже имели опыт, а школа позволила им их
немалый опыт подкрепить теорией. И именно за спиной школы-студии государственной нашей телерадиокомпании, нашего ГУПа, идет целая армия сотрудников местных телерадиокомпаний. А у нас в республике городских и муниципальных телерадиокомпаний около 500. И не случайно многие из них являются нашими практически коллегами, партнерами. Мы постоянно получаем мастер-классы, выезжаем на конкурсы, смотрим, как работают коллеги, чему-то учимся, что-то у нас перенимают. Ну, не секрет, что мы одна из лучших телекомпаний в стране по данным ТНС Гэллоп Медиа, по количеству статуэток, которые мы берем на всех конкурсах телевизионных. Это показатель нашего профессионализма. Несомненно, мы одна из лучших. Может быть, не самая лучшая, но одна из лучших компаний в стране по профессионализму, по уровню программ. Но, тем не менее, мировое телевидение, оно не стоит на месте, оно движется вперед. Очень много там процессов сейчас происходит. К сожалению, мы в некоторых процессах отстаем. Наша телекомпания изначально делала один канал, телеканал БСТ. На сегодняшний день у нас 6 СМИ. И работали мы с одной студией. А сегодня мы уже построили дополнительно к самой большой студии еще 2. 6 СМИ. БСТ, телеканал Курай, телеканал Тамыр, радиоканалы Спутник ФМ, Юлдаш и радиоканал Ашкадар, который работает в городе Уфе. Территория распространения каналов ограничивалась всегда несколькими передатчиками. На сегодня мы, можно сказать, распространяемся по всему миру. Человек, находясь в любой точке мирового пространства на планете Земля, может выйти в интернет и увидеть БСТ, Курай, Тамыр, послушать радио. Вот на это и работает наш коллектив. Иногда с завистью я смотрю на этих молодых девушек и парней. Видимо, их все-таки хорошо обучают. У них прекрасный язык, особенно на русском языке. С хорошей речью тележурналистов появилось. Вообще, вы знаете, телевидение – это ведь не только вот редакторы, режиссеры, те, кто в кадре работал. Между прочим, у нас вообще в здании телецентра все люди, вот они действительно все какие-то необыкновенные. Даже бухгалтерия. Допустим, Аршида Хаматовна у нас экономист в бухгалтерии, понимаете? Они вот, на них на всех вот эта вот печать работников телевидения. С легкой руки Александра Кузьменко познакомим вас с работниками тех служб, которые всегда остаются за кадром. Бухгалтерии и экономисты. Именно от них зависит процесс финансового обеспечения деятельности компании. Они разрабатывают экономическую стратегию предприятия. Отдел выпуска. Пульт управления эфиром, где происходит процесс формирования программы. Юристы. Без визы сотрудников юридической службы не проходит ни один документ. Отдел кадров. Знакомство новичков с предприятием начинается здесь. И, наконец, своеобразная артерия радио и телевидения, транспортный цех. Дружное такое сообщество людей, которым, мне кажется, вот они вот квинтэссенция мудрости народной. То есть они всегда знают, чего хочет народ. Смотрят, не смотрят, понимают своего телезрителя. Вот мы, наверное, канал, который прям вот заточен от своего телезрителя. У нас есть свой зритель, вот такой, он такой своеобразный, индивидуальный, но он свой. Нас смотрят и молодые, они получают от телевидения то, что им нужно. Понятно, что ниже 30 аудитории, да, она сейчас больше в интернете, больше проводит времени в соцсетях.
Но я думаю, что мы соцсети завоюем со временем нужно. Но вот какую сложность бы не задавали бы нам, да, наши учредители, и время, и ситуации разные бывают. Мы все эти задачи выполняем на 5+.